прошлом году материальную помощь на газификацию жилья получили почти 800 жителей Коми. В Сосногорском районе поддержка была оказана владельцам 96 домовладений. В управлении жилищно-коммунального хозяйства напоминают, что социальная газификация, то есть подведение природного газа до границ земельного участка, является бесплатной. Для этого необходимо соблюсти несколько условий. Населенный пункт должен быть газифицирован. Домовладения и земельные участки являются индивидуальным жилым строительством или блок застройки. Газ планируется использовать на коммунально-бытовые нужды. Либо же это отопление, горячее водоснабжение, либо приготовление пищи. Если планируемый часовой расход газа свыше 7 кубов, то дополнительно требуется расчет природного газа. В управлении жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что оформить заявку можно через портал госуслуг или на сайте единого оператора газификации. Также можно обратиться в ухтинский филиал предприятия «Газпром распределения Сыктывкар». Необходимые какие документы? Это копии документов, подтверждающих право на дом или земельный участок, ситуационный план участка, номера ИНН, СНИЛС, паспортные данные, контактные данные заявителя. Сосногорцам, проживающим в домах с печным отоплением, управление жилищно-коммунального хозяйства напоминает о возможности приобрести дрова по льготным ценам. Право на это имеют несколько категорий граждан. Это граждане, проживающие, зарегистрированные в жилых домах, квартирах с печным отоплением. Также это граждане, проживающие на даче. Но одним из условий здесь является, что дачный участок должен быть оформлен как жилой дом. Также это граждане, проживающие в многоквартирных жилых домах, где отсутствует центральное отопление, но имеется печное отопление, даже если есть в квартире газ, который используется в целях приготовления пищи. Выявить факт, подтвердить факт того, что газ используется только в целях приготовления пищи, специалистами администрации осуществляется выезд и фиксируется в акте. Также специалисты отмечают, что, приобретая дрова, необходимо знать норматив потребления твердого топлива. По муниципальному району Сосногорск на 1 квадратный метр он составляет 0,38 плотных кубических метров в год. Также необходимо знать количество граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, и общую площадь жилого помещения. Нормативная площадь жилого помещения применяется в соответствии с законом Республики Коми 54 РЗ о региональном стандарте нормативной площади жилых помещений и рассчитывается в следующих квадратных метрах. 33 квадратных метра положено на одного человека, 42 квадратных метра общей площади на семью из 2 человек и 18 квадратных метров на члена семьи, состоящей из 3 и более человек. Более подробную информацию о приобретении твердого топлива можно получить в управлении жилищно-коммунального хозяйства по телефону 5 61 97. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской центральной библиотеке имени Якова Рочева появилось фото-видеооборудование. Его используют в работе молодежного интеллект-центра «Мост». Сотрудники центра проводят различные мероприятия для ребят с 14 лет. На фото-видеостудии у нас вообще грандиозные планы. Изначально мы ее попросили, потому что развиваем именно видеонаправление в библиотеке. Мы начали записывать обзоры на книги из нашего фонда. Периодически снимаем с ребятами юмористические ролики. В будущих планах участие в конкурсах, съемки буктрейлеров и социальных реклам. Также хотелось бы развивать именно идею с фотостудии, потому что сейчас это тоже очень популярное направление у молодежи, чтобы всегда было место, где можно сделать красивые фотографии, отписать желаемое видео. Думаю, это здорово. Приобрести оборудование удалось благодаря Московскому фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация проводит грантовый конкурс, в котором приняли участие сотрудники отдела по делам молодежи. Муниципальный проект «Продвинутая молодежь», который реализуется в Сосногорске с 2021 года, прошел 3 этапа отбора. Задача проекта – организовать досуг несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.
Так, для школьников по всему городу действуют зоны свободного общения. Это у нас зоны, которые находятся практически во всех структурах, так скажем, нашего города. Это вот и библиотеки, и Дом детского творчества, и ФОК, объекты физкультуры и спорта. Каждый день с 6 до 8 до 9 часов вечера работает какая-то одна определенная или две зоны свободного общения, куда ребята могут прийти и провести, так скажем, в зависимости от своих интересов, свободное время. Для зоны свободного общения в детской и юношеской библиотеке на грантовые средства приобрели шлем виртуальной реальности. В ДДТ обустроили сенсорную комнату, а в ФОКе появится новое спортивное оборудование. Фонд выделил на эти цели 1 300 000 рублей. Еще 300 000 в соответствии с условиями выплаты гранта добавили из муниципального бюджета. Теперь школьникам будет еще интереснее проводить время в компании сверстников. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Уже в эти выходные в Сосногорске в 18-й раз пройдет фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда». Напомним, мероприятие проводится администрацией муниципалитета совместно с приходом храма преподобного Серафима Саровского. Так, по приглашению отца Сергия в этом году принимает участие замечательный певец Андрей Селиванов. Он приедет к нам из Москвы. И мы надеемся, что его песни очень любят наши сосногорцы, потому что он уже не первый раз принимает участие в нашем фестивале. Организаторы фестиваля напоминают, что основная идея конкурса – духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также предоставление возможностей для реализации творческих способностей и талантов людям всех возрастов. В фестивале примут участие исполнители из Сосногорска, Ухты, Печоры, Вуктыла и Троицка-Печорска. Всего в течение 2 дней на сцену «Горизонта» выйдут более 300 артистов. У нас будет присутствовать не только духовная православная музыка, но и различные направления представлены будут, такие как народная музыка, затем классическая музыка, как вокал, так и инструментал будут представлены, затем хореография у нас принимает участие в фестивале, и есть патриотическая направленность, любовь к родине, любовь к родному дому и так далее. Также стоит отметить, что 2 фестивальных дня будут отличаться возрастом участников. В субботу на сцену выйдут юные артисты, а в воскресенье фестиваль предоставит возможность выступить взрослым исполнителям. Детки, которые будут выступать 14 числа. Это очень, так сказать, у нас очень большой будет объемный концерт, где-то 27 номеров, так что готовимся, концерт большой. И очень много принимает участие детских школ искусств города Сосногорска и Ухты. Поэтому я думаю, что какие-то открытия каждый зритель может для себя, так сказать, принять. 15 числа будет взрослый, он будет представлен как раз большой географии республиканской, и будет очень много массовых коллективов, то есть хоры-ансамбли будут принимать участие. Напомним, 18-й открытый республиканский фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда» пройдет в Сосногорске 14 и 15 января. И в субботу и в воскресенье выступления начнутся в 13 часов. Вход на мероприятие свободный. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.